Друзья, всем привет! Выбрались мы спустя 2 недель трудовых будней на рыбалочку наконец-то. Приехали на остров Тихтёре и удивились. Вода очень сильно прибыла. То есть здесь, чтобы вы понимали, был обрыв, наверное, вот где-то до сюда. Вот здесь тоже вода поднимается, и сам заезд тоже перетапливает. Но нет, не важно. Сегодня мы заехали. Сегодня мы приехали тестировать наш аккумулятор для лодки в полной мере. Пришел нам литий-железофосфатный аккумулятор на 200 ампер-часов. Вот такая ящичек с смарт-платой, которая показывает показания, то, что выдает батарея, вольтаж, заряд, температуры, заряд каждой ячейки. То есть у нас тут 4 ячейки на 200 ампер-часов. Для этого аккумулятора вот этот мотор — это семечки. Очень на это надеемся. Сегодня мы приехали это протестировать. Немножко переделали провода аккумулятора, нарастили, сделали их подлиннее, чтобы было поудобнее. Ну и вместо крокодилов, которые постоянно отваливаются, поставили клемки. Сегодня будем тестировать. Надеюсь, рыбалка сегодня будет удачной. Мы взяли с собой воблеров куча. Сегодня хотим именно потроллить. То есть будем одновременно троллить и тестировать мотор. Как он себя поведет, что будет происходить. Смотрите, что будет дальше. Надеюсь, улов будет хороший. Так, лодку мы собрали. Из новшеств заказали вот такие крепления для спиннингов. Теперь удобненько, компактненько. Лодка полностью собрана. Сейчас жена перебирает блесна. Сегодня мы подготовились к троллингу, накупили... А я вам что снимаю, вообще ничего не... Накупили воблеров всяких разных, вообще все разновидности. Пришли тейлики-хамелеончики. Подай, пожалуйста, вот этого тейлика огромного вообще. Есть еще вот такой тейлик на 30 грамм. Самый большой, какой я нашел. Может, его тоже попробуем. Так что сегодня мы заряжены по полной. Такой добротненький окушочек-то. Оба! Это вообще хороший окушочек. Пойдет. Первая рыба есть. Можно доставать подсак. Ой, подсак, ведро. Всем привет. Да? Да? Привет. У нас свой лайфхак. Сейчас проверим. Не хотим укладывать детей в палатки, потому что что-то слишком сильный ветер. Чтобы можно было чуть-чуть порыбачить мне. Будем сейчас кататься. Наш план сработал. Дети уснули. Сейчас будем рыбачить. Так, ребят, ну мы на воде. Наш новый аккумулятор тянет бода, 2-я скорость. Сейчас попарем. Сегодня без спидометра. Но смотрите, какая разница между щелочным и этим. 5-я скорость. Смотрите, как поперли. А, Яна, зацени, да? Сравнение с щелочным аккумулятором и железофосфатным. Смотрите, как прет на 5-й скорости. Против течения мы еще идем. Это линии кайфа, ребят. Ну мы, слушай, по ощущениям километров 10 как будто идем, не? Что ж, начинаем троллинг. Идем на 4-й скорости против течения.
достаточно... Двигаемся бодренько. Добавим ходу. И самое главное, ребят, мы не пугаем рыбу. Отпустим его, наверное, еще чуть-чуть. Можно заказать сюда крепление для спиннингов. Сразу поставил, скинул, чтобы они здесь стояли. Так, на троллинг пока ничего не клюнуло. Да и течение прям люто сильное сегодня. Остановились вон покидать на силиконку. Жена что-то поймала. О, какого красавца. Не тыкайся. Где крючок? Нужен? Отпускай? Точно? Лови, дорогой. Остановился я, пока жена вдоль берега рыбачит. Остановился на воде покидать воблеров. Ну, что я могу сказать? Мотор как бы даже в такой вот ветер. Смотрите, какое течение. Думаю, как бы видно по лодке. Мотор тянет как бы 5 км в час, но он идет против течения. Его хватает. Но он и не предназначен под такого вида плавания. То есть у него же там больше озера, какие-нибудь протоки без течения. А мы, считай, прямо на реке стоим. Вот она, основная река. Чуть туда зайди, там фарватер подальше уже будет. Если за вот это Тихтюрн туда, за Актемцы уйти, там уже фарватер начнется. То есть течение прям сегодня такое сильное. На троллинг пока тишина. Поймали так на силиконку пару окуней. Не знаю, там может жена еще что-нибудь поймала. Она вдоль берега там с камерой походила. Так что, не знаю, сегодня такой больше тестовый выезд именно аккумулятора. Плавали мы где-то больше часа на 5-й скорости. Потратили мы 11% заряда. То есть это мы где-то больше часа на максималке шли вдвоем. То есть получается на загруженной лодке. То есть в целом-то аккумулятора прям должно хватать и не на одну рыбалку, но достаточно долго. А если еще и по тихой воде, то не на максимальной скорости, то ну вообще за глаза его хватит. Да, единственное неудобно, он тяжелый из-за того, что мы взяли его с большим запасом. Получается, что таскать его немножко тяжеловато, но и в лодке он все-таки такой громоздкий, как бы местечко все-таки занимает здесь. Возможно, нужно придумать какой-то рундук и вертикально его, наверное, ставить и использовать. То есть тогда места будет, конечно, побольше. Так, еще покидаем. Обновили подсак свой, купили прорезиненный подсачок телескопический тоже. Наш подсак был китайский, простая сетка. Неудобно, когда он намокает, там, допустим, на воблере, ну все, что имеет тройники, он переплетается и настолько переплетается, что ну порой даже неохота как-то мучиться, что-то делать. Просто берешь, разрезаешь сетку и вытаскиваешь крючки. То есть такими темпами, ну он у нас уже наладом дышит, весь в дырах. То есть решили вот прорезиненный взять, расщедриться немножко. Как бы, такие обновочки в конце сезона. Жена что-то поймала. Кричит, спиннинг гнется, вижу. Я снимаю! Тащи ее! Что это? Щука? Щука? А я не слышу. Ну, в общем, она что-то поймала большое. В общем, отъехали мы от того места. Всем приятного аппетита. Вода очень сильно поднимается в ускоренном темпе. Мы сегодня не на суфе, поэтому покинули остров. И то уже вода была
по пороге, даже чуть выше. Вовремя уехали. Поэтому что осталось немножко времени у нас, где-то часик-полтора порыбачить. Поехали вот за угодья, справа от дамбы в Актемцах. Здесь покидать, как бы вода поднимается, здесь была мель. Вот насколько она поднялась, ну жена уже закинула, поймала окушка. Я сейчас вот доем, тоже пойду покидаю.